Меня зовут Батиев Фархат Абдурахманович, я руководитель Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации, параллельно являюсь членом Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Сегодня мы прибыли к вам из Москвы и хотим провести с вами небольшое мероприятие. Но это будет не мероприятие, когда мы только говорим, а вы только слушаете, нет. Я буду задавать вам вопросы. И большая просьба, вы реагируйте на эти вопросы. Заодно мы посмотрим, как вы можете проявить свой характер, свои знания, и какие у вас есть навыки, какие у вас есть знания. Наша тема главная – это межнациональные отношения. И сегодня со мной две мои помощницы. Шушан Ахмедова, она студентка из Тамбовской области, приехала к вам в гости. И Майрам Малоева, она из Новоалександровского района, вашего Ставропольского края. У них тоже будут свои темы, и надеемся, что наше мероприятие будет для вас интересно. По итогам мероприятия мы будем проводить викторину. Самые отличившиеся из вас получат от нас памятные подарки. Итак, первый вопрос. Кто из вас может сказать, сколько народов живут в Российской Федерации? Поднимаем руку и отвечаем. Кто знает, сколько народов живет в России? Руки поднимают, кто знает, или сколько предполагает? Пожалуйста. Больше сотни. Больше сотни. Так. 147. Поточнее. Больше 200. Нет. 142. 142. Нет, это миллион человек. 190. Правильно. Более 190 народов. Я буду назвать название народов России, а вы будете поднимать руку, если слышали о них хоть что-то. Греки. Черкесы. Знаете. Хорошо. Аварцы. Вот, вы знаете, так. Хорошо. Армяне. Так. Чукчи. Так, знаете, хорошо. Курды. Мало, да? Курды. Мы как раз представляем курдский народ. Сегодня мы с вами поговорим о курдах России. И внимательно слушайте, потому что потом мы будем задавать вопросы по тому, что мы сказали. Итак, курды появились на территории Российской империи более 400 лет назад. Во многом из-за взаимодействия и противостояния Российской империи с Османской империей, Российской империей с Персидской империей. По итогам войн бывало так, что курды очень часто поддерживали Российскую империю в этих сражениях. Почему? Потому что на своей исторической родине курдам всегда было тяжело. И Россию курды считали своей спасительницей, надеясь, что в этих войнах Россия выиграет, победит, и курды также обретут свободу. Но, к сожалению, не всегда происходило так, как хотелось народу. Линии Гуванда могут состоять как из нескольких человек, так и из сотен. В дни национальных праздников улицы курдских городов пестрят похожи на потоки горных рек и пестрят поражающими своей протяженностью хороводами. Женщины и мужчины танцуют вместе, что может показаться нехарактерным явлением для ближневосточной традиции. Эта отличительная черта Гуванды сформировалась не случайно и тесно переплетена с историей курдского общества. Теневое положение и второстепенность женщины испокон веков не были свойственны курдскому социуму. Гуван служит отражением социокультурных ценностей курдов, в системе которых женщина обладает высоким статусом и равными с мужчиной свободами. Некоторые виды гуванды исполняются мужчинами или женщинами сольно под аккомпанемент национальных инструментов – даф, зерна, блурный, камача, тамбур или акапелла. Какие виды гуванда существуют по выстраиванию танцоров? Кто запомнит, пожалуйста? Язычковые, ладонные. Это по соединению, а по выстраиванию? Круг и полукруг. Круг, полукруг и И прямые. прямые линии. Награждаем подарком, каким хотите. Сейчас я несколько слов скажу про этот журнал «Комикс». Мы этот проект реализуем уже с прошлого года. Это и комикс, и раскраска. Наш такой проект. И параллельно мы проводили конкурс рисунков среди детей и молодежи до 25 лет. И наши победители, те, кто заняли первые места, 3 человека, мы их рисунки также опубликовали в этих журналах. Сколько в мире насчитывается курдов? Пожалуйста. 300 тысяч? В мире, пожалуйста. Более 50 миллионов. Более 50 миллионов. Пожалуйста, накрытым запомним свою информацию.
Вот платок. Завязываем так, как это делают мужчины. Парни. Смотрите внимательно. Учатся все, и мальчики, и девочки. Оборачиваем. Так, теперь на лбу, на лбу. Вот настоящая курдянка, да. Вот. Так. Так, как-то так. Чуть повыше поднимаем. И смотрим. Похоже на то, что я изобразил? Похоже. Теперь вторая разновидность. Так завязывают и мальчики, и девочки, и парни, и девушки. Начинается так же, но теперь запомнили? Да, можно. Это специально сделано для того, чтобы так и было. Только повыше. Можно пока оставить, посмотрим. Варенички можно будет оставить, можно их убирать. То есть, когда вы закручиваете, можно спрятать. Я думаю, достаточно. Хорошо, спасибо. В традиции курдов семейный обряд, оформляющий создание новой семьи, олицетворяет собой величайшее таинство рода. С давних пор приверженность обычаям регламентировала все сферы жизни курдского народа. Хранительницей традиций испокон веков была именно женщина. Она – сердце семьи, духовно-нравственный стержень рода и всего общества. С чего вообще начинается возникновение семьи у курдов? Вот с чего все начинается? Вот парень и девушка друг друга увидели и влюбились. Что нужно делать дальше? Кто готов ответить, пожалуйста? Спросить у родителей, если они... А как они спрашивают у родителей? Ну, сразу прям парень пришел, сказал: мама, папа, я влюбился, или по-другому? Жених передает через свою сестру. Да. Парень он должен родителям. сказать своей сестре, сказать о том, что есть такая-то девушка, она мне нравится, и что делает сестра? Передает родителям. Передает информацию родителям. Невесту выводят из дома. Как ее везут? На чем? На лошади. На лошади, правильно. Все. Так, первый узел делаем. Первый узел на уровне бедра. На уровне бедра, да. Да, все, хорошо. Какие разновидности жилеток вы видели у мужчин? Какие отличительные черты? Поднимаем руку и встаем. Не по цвету, а по форме. Слушай Насхаба. По форме, как у меня обычный жилет. Были жилеты безрукавые, правильно. Что еще? Да, с длинными рукавами были жилетки. Так. Правильно. Садитесь. Так. 1 балл Насхабу. Духовые инструменты. Зурна. Зурна в основном вытачивается из древесины абрикоса или тутового дерева. Зурна главным образом используется для проведения фольклорной музыки во время народных праздников. Зурна, как правило, входит в состав ансамблей духовых инструментов. В качестве же солирующего инструмента зурна в составе ансамбля или оркестров используется для исполнения некоторых музыкальных танцевальных мелодий. Даф имеет вид круглой деревянной обечайки, с одной стороны которой натягивается кожа, вокруг ободка на ровном расстоянии друг от друга выставляется 5 небольших пластиночек, по мембране бьют пальцами обоих рук, на ободке вместо кружков закрепляются небольшие колечки, а на гаване бубенчики. Тот, кто впереди, у него всегда
Мизинец будет сверху. Опускаем. Следующее соединение ладонное. Ладонное. Принцип всегда тот же. Принцип всегда тот же. Правильно, молодец. Соединяйте. Есть? Есть. Правильно. Только впереди, ладонь сверху. Молодцы. Дальше. Плечевые. Плечевые. Так, встаньте на плечи. Как? Отойдите друг от друга. Отойдите друг от друга. Еще на плечи. На плечо надо. Вот. Так. Правильно. Правильно. Тот, кто спереди, его рука должна быть спереди. Тот, кто первый. Правильно. На этом мы завершаем. На этом мы завершаем свое мероприятие. Мне приятно то, что кто-то здесь из вас не проявлял себя, кто-то, я надеюсь, что кто-то что-то запомнил. Хотелось бы поблагодарить вашего директора за то, что она предоставила возможность провести нам сегодня это мероприятие. Благодарим всех вас за активное участие. И надеемся, что вы все постараетесь окончить школу с хорошими отметками. Не следует молчать, но старайтесь. Потому что вы будущее нашей страны. Вы будущее нашего огромного народа. Многое зависит от вас. Многое зависит от вас. Умейте ценить друг друга, умейте уважать друг друга.